Двухпартийная группа американских законодателей призвала администрацию Байдена усилить давление на Китай в связи с заключением в тюрьму уйгурских активистов и сосредоточиться на освобождении 4 высокопоставленных заключенных – Гюльшена Аббаса, Камиля Виит, Курбана Махмуда, Ахмедкана Джума. В письме на имя госсекретаря Энтони Блинкена и посла ООН Линды Томас Гринфилд 43 законодателя заявили, что они благодарны за то, что Соединенные Штаты оказали давление на Китай в связи с его обращением с уйгурами в ходе недавнего обзора ООН по правам человека, но просят оказать большее давление. Продолжаются визиты уйгурской делегации в составе Хидаятуллы Агужана, президента Международного союза НПО Восточного Туркестана и генерального секретаря Абдур-Рашида Минхачи в Малайзию. В этом контексте 8 марта состоялся саммит «Южноазиатский семинар солидарности с Восточным Туркестаном». В период с 6 по 7 марта делегация встретилась с представителями различных политических партий и парламентариями в парламенте Малайзии и провела обсуждение с депутатами партии народной справедливости, правящей партии Малайзии, о работе по вопросу Восточного Туркестана в парламенте и Сенате Малайзии. Хотя китайский режим объявил, что открыл границы Восточного Туркестана для соседних стран, чтобы обмануть международное сообщество, он не отменил запрет на въезд уйгуров и продолжает свою политику геноцида. Последняя информация свидетельствует о лживой пропаганде Китая и его восприятии, вводящем в заблуждение. Недавно китайские пропагандистские каналы объявили о запуске общественного транспорта между городом Атуш в Восточном Туркестане и Кыргызстаном. Стало известно, что каждую неделю 2 автобуса будут перевозить пассажиров из Атуша в Кыргызстан, а 6 марта 2 автобуса доставили пассажиров в Бишкек. На полученных нами видеозаписях видно, что все пассажиры в автобусе китайцы или кыргызы и нет ни одного уйгура. Министерство обороны Китая заявило, что напряженность в мире растет, адаптация невозможна, поэтому необходимо укреплять армию. Пресс-секретарь Министерства обороны Китая У Цянь напомнил, что Пекин планирует увеличить военный бюджет на 7,2% в 2024 году и сказал: «Неопределенность в отношении безопасности Китая растет, проблемы, связанные с сепаратизмом, серьезны, военные задачи страны сложны и разнообразны». Китай предоставит одностороннее визовое послабление Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембургу. Департамент консульских дел Министерства иностранных дел Китая объявил, что граждане Швейцарии, Ирландии, Венгрии, Австрии, Бельгии и Люксембурга могут посещать Китай без визы в течение 15 дней в период с 14 марта по 30 ноября. Сообщается, что освобождение от виз будет ограничено деловыми, туристическими, семейными визитами и транзитными поездками. Китайские бренды в Турции укрепили свою долю на автомобильном рынке в феврале как в процентном соотношении, так и в штуках. В то время как продажи китайских компаний достигли 12 709 единиц, за первые 2 месяца года Chery стал брендом с самыми высокими продажами. В разрезе брендов выделяются французские и немецкие компании. Согласно данным, собранным Ассоциацией автомобильных дистрибьюторов и мобильности, если рассматривать эти бренды в разрезе стран, то видно, что доминируют французы и немцы. Помимо отечественных брендов, сильными игроками на рынке стали южнокорейские и японские марки.